Когда я поступил на радиофизика на первом курсе, я вообще не знал, вообще про танцы ничего толком не знал. Вот. Там прошло, получается, сначала сентябрь, октябрь, вот я только тогда узнал, что вот есть какие-то коллективы. В группе была девочка, она ходила как раз вот в этот всплеск. Так, ну значит, задавать вопрос, почему ты пошел именно туда, а не фаэтон, например, уже бессмысленно. Не, почему? Когда я пришел туда, там как бы в всплеске раньше тоже ходили мальчики было туда. Но долго не находились. Я сначала не поняла, почему не находились. Типа, что такого? Ну, в танце ничего такого плохого нету. Вот. И я, получается, с одним разговаривал, и он говорит, типа, чисто женская солидарность, чисто женский коллектив. Я такой, а какая разница-то в принципе? Если ты хочешь танцевать, да, по сути, если ты хочешь танцевать, тебе нравится, ты должен оставаться и танцевать, делать то, что тебе нравится. На самом деле, первое время боялся. То есть я просто сначала спрашивал, типа, что там, как там, какие танцы, что как. Первое было большое, наверное, мероприятие, это было, наверное, «Облака», когда я выступал на «Облаках». В 2019 мы выступали там. Потом, наверное, это было День города, когда мы тоже выступали. Потом это, наверное, еще было «Студвесна». А вы выиграли, получается, там же, да? Да, мы заняли первое место вот по уличным танцам, как нам сказали. Ага. И только потому, что всю команду не получилось собрать, вы не поехали? Да. Угу. Там нужно было, потому что оплачивать, допустим, да, там, я не знаю, сколько, потому что я еще ни разу не ездил никуда такие подобные мероприятия. Там нужно было просто оплачивать, но не все могли просто оплатить бы, и мы поэтому не стали ехать. Угу. А в этом году планировали участвовать, если бы не карантин? Мы в этом году планировали участвовать, планировали, а вот карантин немножко изменил всю ситуацию, поэтому мы даже не знаем, как все будет. Там, по-моему, можно подавать заявки онлайн, я смотрела вот вчера. И можно видео скинуть. Насколько я знаю, ты в этом году, тоже исходя из истории, занялся определенным танцевальным направлением. Каким? И можешь про него рассказать. High Heels. Да. Значит, как все произошло? Значит, первые порывы заняться High Heels'ом у меня были в прошлом году. В 2019 году, примерно где-то в декабре месяце, у меня были первые порывы заняться этим High Heels'ом. Я, получается, тренера Вику, я ей писал, то есть я у нее увидел, в общем, ее профиль, нашел в Инстаграме, мне это очень заинтересовало. Вот. Я просто писал все время, как туда попасть, что вообще там будет происходить, ну, как бы такие обычные вопросы. Там нужны были каблуки, вот это все. Я тоже задавал вопросы, вы каблуки выдаете или нет? Хотя, вот, такие вопросы тоже задавал. Вот. И потом я решил в своем коллективе для начала попробовать. То есть я в своем коллективе, «Всплеск», решил просто... тоже приобрел каблуки и решил, потому что я на каблуках ни разу не стоял. Вот мой первый раз это было. И потом я все-таки решил для себя, что нужно попробовать. Там они объявили мастер-классы в студии продвижения. На самом деле можно было, вот я мог бы это действительно начать раньше заниматься хай-хилсом, но я почему-то с чего-то боялся постоянно. Может быть, я боялся того, что как-то люди подумают по-другому. Или, не знаю, как-то себя накручивал в этом плане. А потом я понял, когда я уже начал, соответственно, в мастер-классе потанцевал, это был второй раз, когда я уже встал на каблуки, второй раз. И я понял, что нужно было этим заниматься раньше, потому что это прям, вот я прям почувствовал, что это мое было. А вообще трудно танцевать на каблуках? И ты говорил, что ты никогда не вставал на каблуки ранее. На самом деле, да, я никогда не вставал, и это вот был первый раз, когда в декабре я первый раз встал. Может быть, я не знаю, но для меня никогда, вот я просто, чтобы встать на каблуки, у меня не было никогда такого. То есть даже ни в школьное время такого не было, ни на первом курсе такого не было. То есть действительно я просто встал, и все.
Но не скажу, что на них прям так легко для меня сейчас, допустим, стоять первого раза. Все равно ты теряешь, хоть и стоишь, у меня хоть и толстый каблук, допустим, а там нужна шпилька, я такой вообще не понимаю, как это будет выглядеть, если на шпильку стану. Вот. Походку там тоже нужно отрабатывать, чтобы не просто ты вот ходил, да, одел да пошел. Вот. Не просто пошел, а вот именно нужно правильно, чтобы это все, осанка была ровная. Когда вот повороты начинаются или что-то быстрое, какие-то движения для меня в первые времена было действительно очень сложно. Потому что ты вот чувствуешь, что сейчас равновесие, допустим, ты теряешь. Вот. И ты потом чувствуешь себя как-то нелепо. Ну, как бы они ходят, вот так вот свободно идут, а я чувствую себя нелепо, потому что я не могу так идти свободно, потому что я чувствую, если я пойду, допустим, так, я могу потерять равновесие или что-нибудь еще произойдет. Как вообще люди, знакомые, незнакомые, относятся к тому, что ты танцуешь, например? Просто есть же стереотипы, что парни такие танцы не танцуют. Я, конечно, с этим совершенно не согласна, но, может быть, у тебя были какие-то ситуации, с которыми ты сталкивался? Ну, у меня пока таких ситуаций не было, чтобы мне говорили, зачем ты это взял, зачем ты это танцуешь. У меня пока таких не было, потому что я, возможно, только месяц танцую. Я даже в Инстаграме было первое время, советовался с самой Викой, как мне поступать в таких случаях, чтобы вот, допустим, я хочу делиться своими какими-то навыками и так далее, тоже в Инстаграме. А аудитория Инстаграма у меня немножко бывает немножко другая. То есть я не знаю, я их знаю, но не знаю, как они отреагируют на то, что ты будешь так танцевать. Вот. И потом я долго думал, вот этот пост, который с первого мастер-класса, я долго думал, выкладывать или не выкладывать его. И потом все-таки решился, потому что так или иначе, все равно, даже в будущем, и если я даже танцевать буду, я все равно не смогу это постоянно куда-то что-то скрывать. Потому что зачем скрывать, тоже вопрос. Зачем, если тебе нравится? И потом он все-таки взял, выложил, а как оказалось, что людям даже очень понравилось. Реакция немножко была, конечно, не такая, которую я ожидал, да, что там сейчас мне зашквар такой будет. Конечно, нет, такой реакции не было. А родители как реагируют? Не знаю. Родители еще не знают. Ну, я им еще пока не говорил, что я танцую, допустим, на каблуках, но они еще пока не знают. Кстати, вот Наташа Турленкова, она режиссер у вас в «Всплеске», да? Или нет? Да, сейчас она у нас, да. Угу. А ты как-то помогаешь ставить танцы? Или вы это все совместно делаете со всей группой? Вот возьмем случай, когда у нас была Анастасия Бузунова, она была уже на пятом, ну, в общем, не магистратура, наверное. Короче... Ну, заканчивала уже, получается. Да, она уже заканчивала университет, она нас раньше вела, вот, и она все придумала, но у нее как бы и образование было, она раньше тоже танцевала, правда, балетное было, помнишь, что-то вроде такого, вот, но у нее есть образование танцевальное, вот, и она нас преподавала, поэтому она все придумывала. А сейчас Наташа, для нее тоже как бы первое вообще испытание, чтобы преподавать. Она сама говорит, что она не преподаватель. Она тоже это знает. Вот, но у нас как таковых-то нету хореографов, которые бы преподавали в СГУ. И поэтому она придумывает танцы, а мы просто иногда помогаем, получается, в целом. Кстати, вот тяжело совмещать учебу и танцы? Да, у меня такой был тоже вопрос, когда это немножко для меня, конечно, было сложновато, особенно когда приходила сессия у меня. Я такое для себя делал, даже говорил маме, типа, мам, зачем я поступил на радиофизика? Я лучше бы пошел куда-то на хореографа. Действительно, потому что мне сессия как бы не совсем там давалась, возможно, по своим причинам каким-то, да, там, лень, допустим, еще что-нибудь. Вот. Я потом просто уже, потому что что-то там, допустим, не получалось. Ну, в итоге все, конечно, хорошо обошлось. Вот. И я потом просто говорил, типа, зачем я поступил на радиофизику? Лучше бы пошел на танцы или что-то такое подобное. Я думаю, нужно начинать танцевать. Я пришел туда деревянным, может быть, для себя и думал, что да, я хорошо танцую. Но на самом деле я пришел туда деревянным, потому что я сейчас смотрю на свои видео, как я начал танцевать. Это действительно было для меня, да, это было сложно,
у тебя тело постоянно адаптируется вот к новым изменениям. То есть ты, допустим, так подвигался, тут так подвигался. У тебя тело привыкает, у тебя появляются какие-то навыки в танце. То есть не просто, допустим, да, какие-то движения, но ты уже и сам начинаешь что-то как-то двигаться, как-то импровизировать начинаешь. Нужно просто идти и делать. Вот не как я, допустим, да, с хай-хилсом затянул там на месяца 2, да, а потом только пошел. А нужно сразу идти. Если тебе хочется, нужно делать.